Салам алейкум, хөрмәтле районниклар. Кечначи репортаж хузат Смурин хурин школада и на новатин сеферес Марат Шайдаеван мерхеметлу село Тарла фондуни чи район де школьникар батол каникулрин вақтунда ял ягуни мерек тарқилет хузо ина аялар батол чирвлерин ва хабар мучхулатар ауни программа рекос колер ауна шикилар жгуна английский чала ваихти масса ихти мерекатар тхозва и колахар умум патол Россия патол малим тарала проект рекос Россия ди قسم تجربه و معلومات رسیدی رژیون را تکلیف نو که مرکز ترکیزه حالا کلاس معلم کلاس و ایال کلاس ابرو چبیک هیچ ایزاد ابرون چیرویلری درجه هیچنیتا چنا کسی قلوردا ز امیدیز و ایکتی قسم کار کنلاقلوخنی ویچی گلیجک آوادی جدا هرمیتلو تماشاچیار که и цмури школа да физа мерекати интуариазва территория лета да злезгидал элкурата зачис гатунчкалода и на вери клавлер тешкилного. Что танишзо и чкади проектный руководитель Аматанвадия Санкт-Петербурга вучни язва тежрибалу малим Петербурге со школа не малим язва Сергей Ежов, а да вичи колахрика и программа дика чазлода. Я думаю, вы поняли, о чем я сказал. Да, прошу. Да, все, конечно, понял. Да, меня зовут Сергей, я директор этих активных каникул, сам я приехал из Санкт-Петербурга, и мы делаем большую программу, творческую, научную, то есть вся наша территория лета делится на два направления. Один большой блок – это наука и исследования, где ребята занимаются английским языком, русским, социологией, географией, и также есть творческий блок, где ребята занимаются театром, дизайном, медиа и всевозможными такими более увеселительными мероприятиями. Со мной работает 7 педагогов, все они действующие учителя, и, соответственно, каждый отвечает за свое направление. И сегодня уже получается 6-й день лагеря. Ребята привыкли, ребята ходят на занятия с удовольствием. А главное, что помимо этого творческого процесса у ребят остается очень много знаний, которые они могут потом использовать в дальнейшей жизни. Мы немножко запоздали, мы хотели с утра приехать, но сейчас мы приехали к обеду, какой-то час вы, наверное, уже провели. Нам бы хотелось увидеть, вот, что у вас еще впереди, и сейчас что вы планируете? Да, вчера у нас был спортивный день и проходил большой турнир по футболу, где принимали участие. Сегодня мы с ребятами придумали на парламенте, то есть был избран парламент из ребят и из учителей, и было такое предложение провести турнир по настольным играм, где есть Уно, Имаджинариум, а также простые шахматы и шашки. И сейчас ребята будут делиться на группы, и, соответственно, по всей аудитории, на всех классах будут начинаться маленькие небольшие турниры, и в конце дня мы уже будем узнать победителей и тех ребят, которые лучше всего сыграли. И еще один вопрос. Эти ребята из каких школ? Из со всех школ или... Получается, это местные цмурские ребята, а также привозят на автобусе ребят. Город сейчас из Касумкента есть ребята, есть Артастал, могу ошибиться. Я так понял, что это школьники, наши школьники с района. Да, это школьники со всего района. Ну тогда вперед, поедем, посмотрим. Пойдемте. Мы приехали сюда за 2 дня, вместе с учителями мы сделали небольшие украшения, то есть чтобы дети вошли в школу и немножко поняли, что школа выглядит по-другому. Это и вывески, это всевозможные фонарики, ну и каждый класс в своем стиле сделан, то есть мы сейчас пойдем посмотрим, я вам поподробнее расскажу, чем там будут ребята. Праздничные, каникулярные настроения. Конечно, да, делаем классные активные каникулы. How to count?
хотел всем вам сказать, что завтра, когда у меня день рождения будет зимой, приходите все к нам. Так зимой или завтра, Умар? Зимой. Зимой, хорошо, зимой придем. Пока нет, чуть попозже. Так, Сергея, сейчас баянар хгозой, взять ханва английский челон тарсуна. Сергей. Богдан Дедушкин, преподаватель английского языка, учитель частной школы «Апельсин», работает в Санкт-Петербурге, мой коллега. Очень хороший профессионал, работает и с маленькими детьми, ведет английский, со старшей группой уровень выше, он тоже может дать. Богдан, немножко расскажи про свои занятия, как они проходят. Да, вот у нас проходят занятия с младшей группой детей. Обычно мы поем, изучаем новые слова, у нас есть игры на запоминание слов, на том, чтобы их вспомнить. Мы уже изучили цвета, фигуры, числа, будем еще животных учить, части тела. В общем, какие-то простые вещи, но дети очень легко запоминают, и вот через игры, песни могут им научиться. Со старшенькими в основном мы работаем по запросу, кому-то интересно изучить тему путешествия, значит, мы учим слова, диалоги, практикуемся, чтобы они умели говорить, как спросить дорогу или какие-то такие вещи, или, например, какие-то темы, как модальные глаголы им интересно, значит, мы сегодня эту тему разбирали, вспомнили, учились говорить, строить диалоги, то есть какие-то уже более глубокие темы с ними работаем. Как они воспринимают? Идут на контакт? Вообще, да. Во-первых, меня приятно удивило, что у них довольно неплохой уровень английского языка, потому что обычно с тем, что я сталкивался в сельских школах, обычно с английским как раз есть сложности. Здесь, как ни удивительно, довольно хороший, крепкий уровень английского языка. Могу только похвалить ребят и их учителей за это. Сложностей особо не вижу, наоборот, есть контакт, и ребятам интересно, что на английском языке все происходит полностью, то есть вообще практически не используем ни русский язык, ни какой другой. Поэтому это, конечно, вызывает интерес, такой не каждый день увидишь. И в целом ребята, наоборот, мне кажется, им очень интересно это все. Мы повесили специальные листы картона, чтобы ребята могли отдавать свою обратную связь, рассказать, как проходят их занятия, и вообще, как проходит территория лета, их каникулы. И, соответственно, здесь надписи есть и на английском, и на русском, и на лезгинском. Их очень много, и мы каждый раз читаем их, чтобы понимать, насколько ребятам комфортно находиться на этих каникулах. Когда вы берете синюю карточку, здесь есть несколько заданий. Если вам выпало один, вы читаете слово наоборот. Соответственно, эта игра направлена на ассоциативный ряд и на изучение русского языка. Соответственно, здесь есть и простые слова, и более сложные термины, чтобы ребята привыкали к научной терминологии. И все это происходит в игровой форме. То есть сейчас поиграют маленькие ребята, потом будет возможность поиграть и старшим ребятам. Похожие слова использовать нельзя. Да, ребята, воды, нужно передвигать фишки. Соответственно, в этой аудитории проходит мастер-класс по изготовлению своей настольной игры. Сейчас учительница вместе с ребятами придумает сценарий, придумает правила, придумает рамки и, соответственно, нарисует все это, изобразят, и ребята научатся создавать свою игру, чтобы потом играть. Опять же, разовьют свою фантазию, подумают, как это сделать и красиво, и интересно. Должно быть в настольной игре. А еще у настольной игры обязательно должен быть сюжет. Поэтому сейчас вспомните, пожалуйста, какую-то историю, которую вам хотелось бы, чтобы сохранилась в вашей игре. Например, вам хотелось, чтобы ваша история была про замок и про принцесс, или про какого-то сказочного персонажа, или про Карлсона, или про школу. Подумайте, пожалуйста, про что вам хотелось бы создать свою собственную игру. Например, я думаю, что я бы хотела создать про какой-нибудь сказочный лес, чтобы персонажами были звери. Сейчас я дам вам стикеры, и вам на стикерах нужно будет написать про что вы хотите, чтобы ваша была игра. Еще раз, что вы хотите? Да, в общем, что там будет в сюжете, что там будет в рисунке. Например, у тебя сказочные звери в лесу, или у тебя кто-то спасает принцессу, или у тебя, не знаю, какие-нибудь гонки. В этом кабинете проходят занятия по английскому, а когда у нас начинаются факультативы, ребята вместе с Богданом, с тем человеком, с которым мы познакомились, также обучают их играть в шахматы, шашки, и тоже мы запустим небольшой турнир по этой игре.
детям? Сейчас именно это у нас перекус, который свойственен до обеда детям. Вот. Ну, просто яблоко и вафли. После занятий детям нужно подкрепиться, потому что до обеда еще время, пару часов. А обед во сколько? Обед у нас с 12, мы принимаем группы детей. А, и еще идет это печенье, яблоки. Да, ну и печенье, яблоки, все что угодно. Когда обед? Обед после 12, начиная с младших классов и до половины второго. И чем кормите? Они питаются полноценной едой. Это либо суп, либо второе, компот, салат и все такое. Ну, точнее, не салат, а овощи нарезанные. Они довольны? Дети довольны, да, все хорошо. А вы довольны детьми? Конечно, они прекрасные, счастливые. Вот видите, что происходит? Красота. Друзья, следом идет еще один поднос, вы все успеете съесть. Да, все. Ну, спасибо. Инха, хирметлы достар, коза аялары зехмет анжгон колахана верида кехтери коза ксан ихти гүл долди колах харфизина. Чирулери ва кувнерин тарсар давам жизок адлая тажани ва чи дос читанеш Сергея час баян архгузу. Соответственно, здесь у нас проходит небольшой турнир по игре Уна. Это игра на знание математики. Нужно уметь считать, нужно уметь вычитать, умножать, ну и, соответственно, на реакцию. Ребята уже любят эту игру, и для них это одна из самых любимых, то есть все время они играют. Ну и есть турнирная сетка, лучшие игроки будут играть в финале уже после обеда. Там у нас домино, здесь еще один такой же кружок. Ну и среди них есть какой-то ведущий, наверное, да? Да, конечно. У нас есть ребята постарше, то есть это и девочки, мальчики, представители парламента, которых мы выбрали, которые еще раз объясняют правила и которые ведут всю статистику. Ну, я смотрю, им интересно, они вдумчиво играют и между делом грызут яблоки. Ну, конечно, подкрепиться всегда нужно. Что-то их мечек звучит, это эквача, и кино лаборатория всего, в аркарольни мафия кино, значит, Сергей Чарлуда, что за мафия и что за лаборатория всего, что тут происходит? Лаборатория всего, то есть, соответственно, это та аудитория, где ребята занимаются наукой. То есть на этой лаборатории они делают эксперименты. Это и биология, это география, это и социология, то есть и гуманитарные, и обычные науки. А в данном случае сейчас у нас проходит турнир, и здесь ролевая психологическая игра «Мафия». Она очень интересная и построена на том, именно на поведении. То есть мы должны найти мафию и посадить ее в тюрьму. Среди 15 людей есть 3 мафии. И мы можем задавать друг другу вопросы, и вычислить. Соответственно, зайти? Конечно, пойдемте. Если вы хотите убыстрить на голосование, вы должны сказать: я выставляю на голосование игрока номер 4. Я выставляю на голосование игрока номер 4. Спасибо. Я думаю, что мафия это игрок номер 6. Ты хотел бы выставить на голосование? Игрок номер 6 выставляется на голосование. Игрок номер 7. Перед вами карта Дагестана, которые ребята наносили на картон. Соответственно, здесь все географические данные и широты, и максимум приближенные к реальной карте Дагестана. И, соответственно, есть исторические справки по каждому району, сколько жителей, когда он был основан. И очень здорово, что ребята занимаются краеведением и говорят нам, то есть приезжим гостям, про Дагестан, про край и чем он знаменит, какими людьми, какими традициями и обычаями. Сергей, вы сказали, что большая часть, скажем, этих преподавателей с вашей школы, с питерской, с Апельсина. Что это за школа? Она общеобразовательная. Какие особенности у нее? Это частная школа города Санкт-Петербурга. Соответственно, директор там является Дима и Наташа Зицеры, которые разработали свой гуманистический подход. То есть это 2 мощных педагога, которые написали очень много хороших книг по педагогике, книг для детей, книг для учителей. Соответственно, там подход именно такой, который мы пытаемся показать на активных каникулах. То есть субъекты. Дети не объекты, дети субъекты. Личностный интерес. Если ребенку не интересно на занятие, то он может на него не ходить. Но тогда он должен выбрать то, что ему понравится. Поэтому у нас такой большой спектр всевозможных занятий, и каждый должен себе найти, что ему будет интересно. И, соответственно, есть парламент. В школе «Апельсин» тоже есть парламент, и
на этом парламенте есть представители учителей и детей, которые придумывают мероприятия, которые вводят законы, может быть, какие-то исключения и так далее. То есть это все зависит на парламенте, и это тоже мы пытаемся показать на территории лета. Это все происходит в игровой форме, да, детям интересно вот этот проект, вот такой, да, увлекательный, скажем, как реализуется в обычных школах, оно имеет ли место там быть? Да, конечно. Соответственно, проект «Территория лета» – это проект «Учитель для России». Это большая организация, которая занимается поиском новых молодых учителей в разные школы, сельские, небольшие, городские, где нужны действительно педагоги. И, соответственно, все мы, учителя, прошли эту школу «Учитель для России» и уже являемся выпускниками, но, соответственно, поддерживаем очень тесные отношения. И подобные территории лета проводились и в Калужской области. В этом году в Новосибирске также открывается площадка, если все будет, конечно, хорошо. И для обычных школ, наоборот, это намного важнее, намного интереснее, потому что дети в частной школе уже привыкли ко всему. А здесь они понимают свои новые роли. Сейчас, подожди минутку. Вот. Тоже у нас еще один представитель. И в обычных школах это намного важнее для ребят. Что вас связывает с фондом «Село», с Маратом Магомедовичем Шайдаевым? Как долго вы дружите? Соответственно, программа «Учитель для России» сотрудничает с фондом «Село» и с Мурской школы. И мы дружим достаточно давно, это, я думаю, около 3-4 лет. Но впервые получилась такая возможность, чтобы провести вот такие активные каникулы здесь. В том году это была пандемия, в этом году тоже было под вопросом, поэтому мы сдавали ПЦР-тесты, проходили обследования, и для нас было очень важно, прежде всего, чтобы это было безопасно. И это очень здорово, когда нас так тепло встречают и дают нам здесь творить, работать со своим подходом. И еще такой вопрос нашим телезрителям. Я хочу сказать, что это не лагерь отдыха, это образовательные проекты. Продолжите. Да, это образовательный проект, который нацелен для того, чтобы дети поучились, нашли себе новые увлечения, познакомились со взрослыми, которые тоже имеют какой-то опыт. Помимо обычных занятий, где дети занимаются наукой и там творчеством, есть и всевозможные психологические тренинги, коммуникативные, где ребята разговаривают с учителями про то, что им интересно. То есть совсем недавно ребята предложили провести урок лезгинского языка для учителей. Соответственно, после того, как территория лета у нас будет заканчиваться, этот день, инициативная группа ребят и детей будет проводить для нас урок, и мы тоже с нетерпением ждем. Это будет последний день, да? Нет, это будет не последний день, это все решается на парламенте, то есть будет заседание парламента, и там уже посмотрим по сетке мероприятий, какое окошко нам свободно, и мы должны... Думаю, вы нас пригласите, нам тоже интересно да, это. Конечно, приглашаю вас 14 числа, 14 июля на фестиваль, где будет очень много, представлены все разработки, все научные, творческие разработки наших детей совместно с педагогами. Будет пикник большой, где придут и местные жители, и ребята, мы накроем стол. Ну и, соответственно, 14 числа нам придется уже улетать, прощаться, но я думаю, что ненадолго, потому что все проходит хорошо, активные каникулы детям нравятся, я думаю, что мы приедем и еще раз проведем такой образовательный проект, может быть, даже не в Смуре, а в какой-нибудь другой части Дагестана. Спасибо, Сергей. Херметло достаточно Сергея Загильязовича. Мы числа 14 числа мы еще раз вернемся, мы покажем нашим зрителям, нашим горцам, нашим детям, что есть такие увлекательные взрослые, которые работают с детьми наравне. Это очень приятно. Удачи вам. Спасибо вам. Ждем 14 числа. Спасибо.